Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Зыков Иван Николаевич, с 1938 года рождения. Родился в Воронежской области, в Картоярском районе, село Солдатское. Расскажите, пожалуйста, какие самые яркие моменты запомнились вам в те времена? Война-то началась в 1941 году, а в 1942 году немцы дошли до нашего района, половина области, оккупирована. Вот, и вот с этих моментов и такое-то, сказать, что слишком тяжелая жизнь началась. Было мужчины на фронт ушли, остались старики, старушки, малолетние дети вот, в селе. Ну, а немец, когда пришел, он же сразу, у них уже отработана это была система, сразу они создали комендатуру, значит, начали устанавливать свои порядки. Из их разрешения, без разрешения комендатуры, даже в селе с одного конца до другого конец нельзя было пройти. Они отобрали всех работоспособную молодежь, девочек и мальчиков, которым было там 10-15 лет, их увезли в Германию. Нас начали, значит, собирать. Собрали нас вот, по нашему селу, я буду говорить. Значит, собрали и заперли в конюшню, 3 дня подержали, а потом погнали. Никто не знает, куда будет. Значит, кругом автоматчики с собаками. Вот, и угнали нас от нашего села, значит, за 60 километров. Это в сторону Воронежа. Вот. Пригнали туда, значит, на пункт какой-то. Там, значит, были 2 оврага, загорожено колючей проволокой. В одном во враге там держали военнопленных солдат наших, солдатские, это воины, солдаты советской армии. Вы знаете, в 1943 году началось наступление наших войск на Курско-Орловскую дугу. Вот. И, значит, они сначала этих военнопленных немцы угнали. И никто же ничего не знает, что, почему там же здорово-то не распространялись. И да, кто будет распространяться? Потом погнали нас, вот, население. И нас догнали до Курской области. Рассредоточили каждого, деревни дом. Приходят, вот тебе 3, 4, 5, там, 10 человек. Все, а куда, кто что скажет? Зима началась, снег, холод, голод. Ведь угнали нас, ничего с собой-то не было. Ну, то, что на себе было одето, все на это. И, значит, рассредоточили и живем неделю, живем месяц, живем 2 месяца. Ага. И они начали отступать. А нас поселили как раз до, у дедушки было. Ну, какой-то дедушка, какому-то деду поселили нас. Как раз вдоль дороги. Начали идти подводы на лошадках, внизу то, что они награбили по этим. И вот идут и день, и ночь. Идут эти подводы. Когда уже там на Курско-Орловскую, начали их прижимать там. И пошли танки. Они уже танки начали отступать, и все, войска. Ну, прошли и к весне
появились наши солдаты. Нас как таковых по-настоящему узниками-то можно считать и не считали. Молодец, потому что... Вот, потому что мы были на территории Советского Союза. Вот. И вот такой вопрос не стоял остро, так сказать. Вот если он в концлагере побыл, и что он вроде как бы виноват. Такого не было. Вот. Значит, люди были добрые, относились, вы знаете, как-то с пониманием, с уважением друг к другу. И власть, она же тоже понимала, это же ведь не по своей воле человек-то. Что там? Значит, ну, конечно, перегибы, пережимы, вот те, которые военнопленные были в концлагере, ага, если он пришел, так некоторые даже судили, что как будто он добросовестно пошел сюда, в этот концлагерь. Что тут это было же, ну, как сказать, перегибы. Конечно. Вот. А к этим не было такого. Которые служили немцам, это старосты. Теперь эти полицаи их называли. Тех, конечно, наказывали. Что бы вы могли пожелать нынешнему поколению? Мирное небо над головой, чтобы было. Чтобы не было войны. Чтобы они не испытали ту тягу, ту, значит, разруху, ту нищету, значит, чтобы они действительно жили и радовались. А так что? Хоть говорят сейчас, о, молодежь уже не та, да та у нас молодежь, она честная, добросовестная, работоспособная. В Чечне, возьмите эти парни в Афганистане были, они же честно, добросовестно выполняли свой долг. Спасибо вам за откровенную беседу большое. Очень приятно было с вами пообщаться. Вот так. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.